Добрый день, здравствуйте, друзья. Я сейчас нахожусь около издательства «Китап» в городе Уфе и хочу с удовольствием рассказать вам о том, что у меня вышла книга «Чертополох с окраины Уфы». Это книга первая. Ожидается, что будет тетралогия. Я немножко волнуюсь, вы меня извините. Будет тетралогия. Вот 3 книги из этой серии уже, в общем-то, почти написаны, ну, практически написаны. Вот на 4-й, видимо, осенью начну работать. Почему, вы зададите себе вопрос, почему я должен прочитать эту книгу? И кто ее должен прочитать? Каждый сам ответит на этот вопрос. Но я хочу сказать, что эта книга полезна, интересна и нужна будет родителям, учителям в первую очередь, потому что здесь описывается жизнь ребенка, там, девушки, там, студентки, начиная вот 50-е детство, 60-е школа, 70-е, вот это получение профессии, и, наконец, она становится молодым специалистом, приходит в деревенскую школу работать, и там она делает выводы о том, что ее не устраивает в современной школе, почему ей тяжело там работать. Это все проблемы, все эти комплексы идут из детства. Ну, коротко, о детстве. Это обычное детство на окраине, где дети росли как сорняк. Ни духовного развития, ни воспитания должного не получали, целый день на улице, потому что родители с утра до вечера работали. А моя мама, к тому же еще, самые детские мои годы вербовалась на работу то на Сахалин, то на Курильские острова, то в Фергану, и поэтому до 6 класса, в принципе, я маму практически и не видела. Это все откладывает отпечаток, конечно, и эта книга, это в первую очередь дань моего уважения, моей огромной благодарности школьным учителям, институтским преподавателям училища искусств, которые, видимо, поняли сложности моего характера и всячески прилагали усилия, чтобы маленький человечек как-то увереннее чувствовал себя в этой жизни. И понимаете, это очень важно. И поэтому вот эта книга, это посыл к родителям, учителям и детям не вредно почитать, потому что, как мне кажется, конечно, там высказаны очень важные мысли, важные для каждого ребенка, взрослого человека. Это книга не о благополучных детях. Что еще хотела сказать? Понимаете, вот у меня, когда я начала работать над книгой, это было что-то мистическое, меня что-то просто толкнуло. Я работала над рассказами, спокойно жила, и вдруг меня вот просто что-то ощутимо толкнуло, нечто мистическое, просто мне просто толкало на то, чтобы я засела и продолжила книгу над воспоминаниями. И потом я узнала, что как раз в это время уходила из жизни моя первая любимая учительница. То есть вот нечто такое, оно в жизни существует, и с этим я сталкивалась. Итак, я продолжу. Когда я работала над этой книгой, передо мной встал вопрос о форме. Потому что, понимаете, писать мемуары, писать автофикшн – это автобиография в художественной форме. Для того, кто не знает. Это очень сложно подобрать жанр, очень сложно подобрать форму. Почему? Потому что есть некие каноны в литературе, когда нужно писать как положено, соблюдая все правила, сюжетостроения, композиции и прочее. Но мне не хотелось детские, юношеские воспоминания втискивать в какую-то форму, потому что это неправильно, потому что детство и юность – это эмоции в первую очередь. Это
несмотря на условия жизни, на окружающую действительность, это всегда светло, это всегда красиво, это всегда счастливо, ты познаешь мир. И мне захотелось, чтобы читатель услышал в этой книге живой голос школьницы, живой голос студентки, училища искусств, там, живой голос студентки пединститута. Почему? Потому что вот эта форма предполагает, ну, конечно, большую искренность. И тому, например, кто боится заглянуть вовнутрь себя, эта форма не подойдет, потому что здесь надо быть предельно искренним, предельно честным, не бояться говорить так, как было, как есть. И при этом я здесь не анализировала, не рефлексировала то, что происходило вот в те года, потому что здесь важна была эмоциональная вот эта атмосфера течения жизни. Это течение бесконечно. И вы сегодня, вот в 5 классе учитесь, вы что-то говорите, что-то произносите, и уже не замечаете, как оказались в 6 классе, а там у вас другие проблемы. И все успехи ваши, и все неприятности, их течением времени просто резко, быстро, незаметно уносит. И там вдогонку кричать: ой, я там неправильно сказал, это пустое занятие, понимаете? Потому что детство – это детство. Но уже во 2-3 книге, да, там я уже события буду преподносить с точки зрения сегодняшнего дня, и какую-то там оценку, конечно, буду давать, потому что там немножко другая история. Абсолютно взрослая, абсолютно конфликтная почему-то постоянно. И там, конечно, больше хотелось уроков жизни преподать, чтобы вот не наступали на грабли, это очень важно. Поэтому вот эта книга, первая книга серии «Чертополох», она целиком построена на дневниковых записях, фактически, и письмах сверстников, письмах из Сочи, из Подмосковья. И чем это интересно? То, что это раздвигает границы повествования, потому что вот в уфимскую такую вот, скажем так, обыденность врываются вдруг письма из Сочи, и другая яркая жизнь, другие отношения, другие игры, другой лексикон, там какие-то вот. Например, в 1967 году получаю письмо из Сочи от моей ровесницы Нины Полтавчук и читаю: она была свидетельницей, как у них на улицах Сочи снимался фильм «Бриллиантовая рука», и Юрий Никулин, все эти герои ходили по улицам Сочи, все. Но тогда мы не знали, что этот фильм станет золотой классикой, потому что было бы другое отношение, и она это по-другому написала, непосредственно и живо. А сейчас это читается интересно. И таких моментов вот... Мне кажется, в этой книге много, и она, мне кажется, ну, как бы критики и рецензенты не относились к ней, отзывы в основном хорошие, и я хочу сказать, что да, нет здесь, может быть, сюжета, нет, может быть, композиции какой надо, но эта книга должна вызвать эмоциональный отклик, эмоциональные чувства, и в любом случае она не должна оставить человека равнодушным, потому что там звучит, здесь звучит живой голос детей юношеского поколения 50-х, повторяю, 60-х, 70-х годов. Спасибо. Желаю приятного чтения.